Я рад вас всех приветствовать. Хочется спросить, как поживаете? Все хорошо? Давайте мы поднимемся на наши ноги, благословим сегодняшнее собрание, благословим день сегодняшний, помолимся, и мы будем славить Бога. Аминь. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за милость Твою, благодать к нам. Благодарим Тебя за этот чудесный морозный день здесь у нас в солнечной Якутии. За то, что у нас мирное небо над головой, Господь. За то, что мы могли прийти сюда своими ногами, живые, здоровые, Господи. Отец, мы посвящаем и отдаем это собрание в Твои руки, и посвящаем его Тебе, Господи. И мы просим Тебя, Господи, прибудь с нами здесь. Дай нам слышать голос Твой. Дай нам переживать Твое присутствие. Дай нам переживать Твое помазание. Дай нам переживать встречу с Тобой, Господи. И мы просим Тебя, Господи, двигайся, как Ты хочешь, делай, что Ты хочешь. Говори в наши сердца, исцеляй, благословляй, Господи. И используй нас, как Ты хочешь, Господь. Дай нам послужить Тебе. Дай нам быть Твоим сосудом, Твоим инструментом в Твоих руках, Господь, для того, чтобы менять жизнь людей вокруг себя к лучшему и менять свою жизнь к лучшему. Во имя Иисуса Христа, Господи, пусть будет так. Аминь. И давайте мы прославим Господа, воспоем Ему от всего сердца. Душа моя поет, Твоя любовь меня к Тебе зовет. Душа Тебе поет, мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Душа моя поет, призвал меня Ты милостью своей. Душа Тебе поет, мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Что лучше может быть любви Твоей? Что лучше милости Твоей, омывшись из души моей? Что лучше может быть любви Твоей? Что лучше милости Твоей, ведущей нас домой к Тебе? Что лучше может быть любви Твоей? Петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Аллилуйя! Будем петь и славить нашему Господу громче и громче с каждым днем. Аллилуйя Тебе, наш Бог! Благослови
можешь все мне дать, ты хочешь все мне дать, и я хочу за все тебя благословлять. Ты можешь все мне дать, ты хочешь все мне дать, и я хочу за все тебя благословлять. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, во свое святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, во свое святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя.
жизнь, Иисус. Только в Твоих руках жизни каждого из нас. Аллилуйя Тебе, Господь. Спасибо, Иисус, что можем доверять Тебе и отдавать нашу жизнь, зная о том, что Ты позаботишься в каждом дне. Аллилуйя Тебе, наш Бог. Не забуду я, как Ты освободил нас, разделил моря. Это исход моего сердца. Ты спас нас, избавил, воды удержал.
победу в каждом дне. Спасибо, Господь, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Аллилуйя тебе, наш Бог. Милость свою явил, обетованный дух излил, и слава Твоя пришла, Тебе одному хвала. Склоняюсь перед тобой, восхищаюсь твоей красотой. Жизнь отдаю тебе, прославься, Господь, во мне. Мой Господь, ты вечный, ты один прекрасный, несравненный Бог мой, только ты. Ничто не отлучит меня от любви твоей, только ты, Господь, Спаситель мой. Il garde le cœur net,
только Ты, Господь, наш Спаситель. Ничто во всем мире не отличит нас от Тебя. Ты есть любовь. Аллилуйя Тебе, наш Бог. Аллилуйя, Господи. Господи, мы благодарим Тебя, Отец, за Сына Твоего Иисуса, который умер за нас, и из-за которого, Господи, мы стоим здесь, и мы имеем надежду на будущее, и мы имеем дерзновение приходить к Тебе, великому Творцу, Создателю всего, просить Тебя и быть услышанным, Господи. Отец, мы приносим перед Тобой всю нашу церковь, каждого человека, Господи, кто в нашей церкви, все, кто находится в зале, всех, кого нет сейчас, и они отсутствуют по каким-либо причинам, Господи. Но мы просим Тебя, Господь, пусть Твоя рука будет над каждым человеком нашей церкви, Господь, уберегая его от зла. Господи, пусть Твоя рука, она защищает нас, Господи. Пусть Дух Твой, Он ведет нас, Господь. Дай нам слышать голос Твой. Дай нам правильно принимать решения, Господи, в жизни. Выбирать Тебя, когда мы знаем, в чем есть Твоя воля, Господи. Дай нам идти за Тобой. Господи, пусть наши жизни, они будут полностью посвящены Тебе. По-настоящему, Господи. Аллилуйя. Написано, что тот, кто Сына за вас отдал, как не даст вам и всего остального. Господи, мы просим Тебя за все наши нужды, которые у нас есть, Господь. Все приносим перед Твоим престолом. Господь, мы просим Тебя по Твоему богатству и Твоей славе восполни всякую нужду. Прямо сейчас в зале, и кто смотрит нас, проговаривай свои нужды. Что тебе нужно? Где тебе нужно божественное вмешательство в твою жизнь? Открывай это перед Господом во имя Иисуса. Аллилуйя, Господь. Прошу Тебя, Господи, пусть не будет никого болящего у нас, Господи. Исцели всякую болезнь во имя Иисуса Христа. Просим Тебя прямо сейчас. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы дух уныния, он ушел. Дух депрессии, во имя Иисуса Христа я просто запрещаю в жизни каждого человека в нашей церкви всякому духу уныния. Аллилуйя. Наполняйся Господом, наполняйся Духом Святым. Написано, там, где Дух Господень, там свобода. И Дух Божий, Он вытеснит всякое уныние, вытеснит всякую депрессию во имя Иисуса. Аллилуйя. Господи, дай нам наполняться любовью Твоею. Господи, мы просим Тебя также за нашу страну, нашу республику, наш город, Господи. Дай нам жить в мире, Господи, чтобы у нас и дальше было мирное небо над нашей республикой, над нашей страной. Господи, мы просим Тебя за всех людей во власти, которые принимают решения, Господи, которые ответственны за судьбы страны, за судьбы народа. Мы просим Тебя, Господь, благослови их. Дай им мудрости, как поступать, Господи. Дай им мудрости, как принимать решения в непростых ситуациях, Господь, которые пойдут на благо нашей стране, на благо нашей республики. И прежде всего, которые будут сочетаться с Твоей волей, Господи, с Твоим видением во имя Иисуса. Господи, мы просим Тебя, чтобы Твоя рука, Господи, была над этими людьми. Все, кто принимает решения, Господи. Уберегай их также от зла, Господь, от дурного влияния, Господи. Но пусть они слышат голос Твой во имя Иисуса. Господи, мы просим Тебя также за все церкви в нашей стране, по Дальнему Востоку, в нашем городе, в нашей республике. Господь, благослови их обильно. Господь, пусть Дух Твой, Он будет обильно почивать на церквях, на лидерах, на всех, кто служит, Господи. Пусть не будет разъединения, Господь. Аллилуйя. Написано, что Ты сказал, потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между вами. Господь, дай нам иметь любовь друг к другу во имя Иисуса.
Да будет так. И весь Божий народ сказал: аминь. Аминь. Не садитесь. Вы знаете, да, у нас уже тоже какая-то добрая традиция. К нам сейчас дети будут сюда приходить. Пока возьмите пару минут, подойдите к кому-нибудь и благословите кого-нибудь. Скажите что-нибудь хорошее. Можете даже помолиться, я вас ободряю. Если у кого-то есть какая-то нужда, вы можете помолиться за этого человека. Если нет, просто благословите. Благословить — это сказать благое или современным языком хорошее. Скажи что-нибудь хорошее в жизни человека. И пока мы это делаем, дети, можно вас попросить подняться сюда, в смысле на второй этаж, кто на первом, и вот возле сцены можно вставать. Дети, подростки. Аллилуйя, что-то как-то у нас в рабочем порядке все. Дети все, да, у нас здесь? Давайте мы помолимся за них. Хорошо. Все, давайте мы тогда прострем наши руки теперь сюда. О, кому-то особые привилегии. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка, за каждого молодого человека в нашей церкви, за всех, кто сейчас здесь на сцене, также за всех, кто дома или где-то еще по каким-то причинам. Кто-то на соревнованиях, кто-то учится, Господи. Где бы они ни находились, Господи, мы их благословляем всех обильно. Господь, пусть Твоя рука будет над ними во все дни их жизни, уберегая их от зла, Господь. Пусть душа их, она не смущается никогда, какие бы обстоятельства их ни окружали, Господи. Я провозглашаю, что они все время будут жизнерадостные, полные сил, всегда будут смотреть на Тебя. И причина, почему они такие будут, потому что они будут смотреть на Тебя и брать всю силу и энергию от Тебя. Я просто провозглашаю это в жизнь каждого человека, который сейчас здесь. Просто они будут черпать всю энергию у Тебя. Вся их жизнь, она будет наполнена Тобой, Господи. Благослови их этим, как мы их сейчас благословляем. Господи, просим Тебя также, чтобы всякая болезнь, она обошла их стороной. Просто покрываем их Твоей защитой, Господи. Провозглашаем Твоя защита во имя Иисуса над их физическим здоровьем, над их духовным и душевным здоровьем. Запрещаем просто всякому влиянию злых людей, злых сил, дурного мира, Господи. Все, что совершается в их жизни, Господи, пусть будет благое. К совершенствованию их, Господи, во имя Иисуса. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал: аминь. Будьте благословлены. Аминь. Слава Богу. Знаете, не так много времени осталось до Рождества. И в этом году, 25 декабря, выпадает на воскресенье. Если кто еще не знает, я уже посмотрел. А что это означает? Это означает, что нет никаких отговорок и никаких причин для того, чтобы мы не праздновали Рождество в этом году также и 25-го. Аминь. Вы знаете, да, все, что у нас в стране по
пока празднуют 7 января, недалек тот день, когда 8 января будет. И причины этого мы касались, что это просто по новому стилю и по старому стилю. Да? Вы знаете, что мы живем, светский мир весь, он живет по григорианскому календарю, так называемому. Но Русская Православная Церковь отмечает все по юлианскому календарю, когда раньше, по которому жил мир. В этом единственное разногласие, да. И так как григорианский календарь это из-за того, что его когда-то принял папа Григорий, который возглавлял католическую церковь, и так как православная церковь с католиками в то время уже как-то не очень дружили, вот у них такой вот демарш был, что вот, а мы не будем переходить, вот мы будем по-старому. Хотя астрономы вычислили, да, что вот календарь у нас подкорректировался, поэтому я постоянно не устаю подчеркивать. Не имеет значения, когда ты празднуешь. 25 или 7 имеет значение, какое у тебя сердце и какой смысл ты вкладываешь в этот праздник. Аминь. Поэтому у нас привилегия такая, мы будем праздновать и 25-го, и, наверное, еще и 7-го. Почему бы и нет, да? Почему бы нам не попраздновать? Потому что 7-й это также будет выходной, официальный, государственный. Ведь так? Слава Богу. Поэтому я к чему это говорю? Что уже пора готовить что-то. И меня уже определенные люди подходят и говорят, ну где у нас там, что происходит? Где у нас координационный комитет? Если вы хотите принять какое-то участие в подготовке праздника, у нас будет праздничное собрание. Мы не будем много-много назидаться, мы будем просто радоваться и веселиться, я надеюсь. Будут какие-то номера. Вы уже знаете, как это обычно проходит. Музыкальное, можно что-то спеть. Если вы желаете, я вот не знаю, даже кому сказать, чтобы кому вы подошли. Вот, Маш, можно тебя попросить поднять руку? Вот вы знаете все Марию. Давайте мы через нее, вот мы ее назначим вот таким координатором. Вот так как она сейчас у нас просто вот одна из людей в зале. Если у вас есть какие-то пожелания, вы можете выходить на нее. Это не означает, что на нее надо все сваливать, и она за все ответственна, да? Просто чтобы у нас хоть кто-то был, к кому можно было обратиться. Вот я думаю, что давайте к Марии, хорошо? Ну а так, я вас ободряю принять активное участие, активнейшее, я бы даже сказал. Хорошо, потому что у нас не каждый год вот прямо Рождество выпадает на воскресенье. И прям такая благодать будет, поэтому... Хорошо? Что-то совсем всех приморозило. Я понимаю, холодно у нас. Замерзли все. И у нас немаловажная часть служения. Мимо видео я прошел. А кто-нибудь видел мой iPad? Здравствуйте. Потерял. Даже пугает. Это уже старость или еще это просто рассеянность? Да. Всякое видел, но такого еще нет. Такого еще не было. А у нас немаловажная часть служения – это десятины и пожертвования. И у нас еще не появился QR-код, но вы знаете, у нас есть в группах, да, информация, может быть, даже на экране. Можно в электронном виде, и можно попросить кого-нибудь, Давид, можно ведра пустить по залу. Также сделать это старым дедовским способом, хрустящими бумажками, медью звенящей. Аллилуйя. Пусть Господь, Он благословит каждого, кто дает. Господи, я прошу Тебя, пусть рука дающих, она не скудеет. Прошу Тебя, благослови все семьи, которые принимают участие, Господи, в даяниях, всех людей, Господь, и не только в финансовой сфере, Господи. Я прошу Тебя, люди выказывают Тебе свое почтение, почитают Тебя от своих начатков, прибытков, и я прошу Тебя, Господь, Ты благослови во имя Иисуса Христа. Аминь. Знаете, прежде чем я перейду к слову,
я бы хотел чем-то поделиться с вами. У нас на этой неделе произошло знаменательное событие. Я бы даже сказал, два знаменательных события. И одно из событий, это помните, я уже делился, что Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, сейчас уже на этой неделе, в третьем, последнем чтении, то есть окончательно, о запрете пропаганды ЛГБТ и всей этой тематики, которая связана на телевидении, в кино и вообще во всех средствах массовой информации. И на самом деле это большая победа. И помните, я делился, когда только-только, мы когда были на соборе в этом году, определенные люди, они отсутствовали на соборе, члены Духовного Совета нашего Союза, по той причине, что они принимали непосредственное участие в разработке этого закона, они работали в комитетах Госдумы и помогали составлять текст вот этого закона. Это юристы. И на самом деле это такая большая победа, я считаю, здравого смысла, традиционных ценностей и в том числе христианских и божьих ценностей в нашей стране. Когда мы смотрим, что творится вообще по всему миру, радостно осознавать, что наша страна – это исключение вообще из правил. И вы знаете, интересная вещь, что тоже депутаты проголосовали. Вот те, ну их было всего там 87%, по-моему, было в зале от действующих депутатов. Но те, кто находились в зале, они все проголосовали за. То есть не нашлось того, кто бы открыто выступил против. И это тоже радует. Вы знаете, показывает общий тренд мышления, движения, что творится во властных кругах. И второе знаковое событие, которым я бы хотел поделиться, я не знаю, почему так, но я думаю, что случайности не случайны. И на этой неделе в прокат на Западе вышел первый диснеевский мультфильм. Я не буду называть название, чтобы не рекламировать, но вы понимаете, Дисней, мультфильмы, это Дисней, они купили компанию Pixar в том числе, это история игрушек, это вот все последние хиты, любые которые. И вот они готовят такой же хит, и это первый мультфильм, где один из персонажей, можно сказать, главных, то есть там такая общая семья, главные действующие лица, и там есть такой персонаж, сын, он открытый гей, как бы такой стеснительный мальчик, который вот там весь это, и вот они его ввели. И интересные такие фразы, когда людям, вот, знаете, им задавали вопросы, создателям, ну, на пресс-конференциях, вообще, вот это, как вы считаете, это нормально? Ну, что вот детям, то есть, вы понимаете, Дисней это совсем маленькие. Они спрашивают, это нормально? И вы знаете, мне вот ответ я вам хочу прочитать. О главном ЛГБТ-герое, да, вот ему, он говорит, что не нужно пытаться нормализовать то, что и так нормально. Он говорит, что вы спрашиваете? Да это нормально же. Давно уже. И вот нарочно не придумаешь. В России принимают закон о запрете. То есть, если бы у нас все бы не ушли, кинокомпании, я думаю, что Дисней они бы пытались, кто-то бы пытался, и этому бы фильму не выдали бы прокатное удостоверение для того, чтобы его показывали в наших кинотеатрах. Я надеюсь, у родителей хватит здравого смысла также не скачивать и показывать. И вы знаете, это еще не конец истории, но, видимо, прокат начался на прошлых выходных. Скорее всего, как правило, фильмы, ну, их начинают, я не знаю точно, но скорее всего, там суббота-воскресенье. Неделя прошла буквально. И вот этот мультфильм, он поставил новый, как бы, такой антирекорд. За последние 30 лет, вот, которые там выставляют рейтинги фильмам, этот мультфильм, он на самом дне. То есть это самые худшие отзывы, самые худшие рейтинги. И я от всего сердца желаю, чтобы этот фильм, он провалился в прокате, чтобы он вообще ни копейки, то есть принес. Понятно, что они не пострадают, даже если там у них будет полностью все многомиллионные убытки, скорее всего они будут. Но о чем это говорит и что это показывает? Вы знаете, что вот эта вот повестка, которую вот, я другого слова не могу придумать, как насаждают сверху вообще по всему миру, и многие люди, они просто вынуждены соглашаться с этим.
но люди голосуют рублем, ну просто может, ну или долларом, или там своей единицей, да. Люди не готовы своих детей вести и вот как бы отдавать вот на все на это. И я хочу сказать, что не все потеряно еще, вы знаете. Я думаю, что это абсолютно чуждая вообще какая-то вещь. И печально видеть, как просто ну, вот продавливают всех, да, страна за страной. Вы знаете, сейчас идет также чемпионат мира по футболу. Может быть, кто-то слышал, кто-то не слышал. Первый раз зимой он проходит вообще за всю историю. Почему? Потому что это в Катаре проходит. И летом так жарко, что передвигаться-то и то больно. То есть ты идешь, и тебя потоки горячего воздуха обжигают. Не то что бегать, и поэтому вот как бы зимой. Но вы знаете, что Катар это мусульманская страна с очень жесткими такими пуританскими взглядами. И они заявляли изначально, что вот эта вот ваша вся ЛГБТ-тематика, даже близко там, у нас есть свои традиционные ценности, они там запретили все. И даже вот там, знаете, некоторые сборные, они все равно так провокационно, там, я не помню, то ли немецкая сборная, там, Люфтганза, там, ну, какой-то неявный такой намек, но какие-то там мужчины стояли обнявшись, то есть борт, самолет был расписан. И на всякий случай они не полетели напрямую, они сели, по-моему, где-то там в какой-то ближневосточной стране, потом оттуда на этом самолете прилетели туда. Всякое такое вот. Но вы знаете, вот вчера буквально также Катар разрешил все-таки приносить вот радужные флаги на трибуны. То есть все-таки их продавили. Уму непостижимо, как это вообще такое возможно. И вот. Еще раз, приятно осознавать, что наша страна на исключение. И вы знаете, когда многие будут говорить, что вот, или говорят сейчас, что Россия такая-сякая, что там, я не знаю, кто-то называет империя зла, но если посмотреть вот вообще, что происходит, и на плоды, а не на просто какую-то риторику и рекламу, ну, я бы сказал обратное, да? Вот. Хорошо, на эту тему, наверное, все. Надеюсь, вам было интересно, не утомило вас как бы таким небольшим отступлением. Что у меня происходит здесь? Кто помнит, о чем мы говорили на прошлом собрании? Что? Кладоискание? Чего только не узнаешь, да? Мы говорили про послушание и жертву. Да? Ну да, кто как понял. Да, кладоискание немножко, может быть, чуть пораньше было. Но мы читали, вы помните, первую главу из книги «Первое царство», 15 глава. И мы прочитали целиком полную главу. И слава Богу за вас, что вы сидели терпеливо, слушали. И мы говорили о той истории, да, что мы там узнали. Что был в Израиле пророк и судья, и священник Самуил, да, и что народ израильский, он не захотел больше иметь судью над собой и сказал, что дай нам царя, и Бог, он выбирает Саула, да, и сначала вроде бы кажется, что это хороший кандидат, и Бог же не может ошибаться, но потом Саул, он не оправдывает надежды, да, он ослушивается. Ну, там вообще, на самом деле, мы прочитали только одну главу, и вот это один момент, но там было много чего у него. Не могу сказать, что это по совокупности у него царство было отнято, да, но звоночки, они уже звенели и до этого. И сегодня я бы хотел, чтобы мы пошли чуть-чуть дальше. Мы будем читать 16 главу. И вообще тема сегодняшней, знаете, проповеди – это человек по сердцу Бога.
И мы знаем, о ком так говорится в Библии. О Давиде, да? Это тот человек, которого Господь, Он избрал, чтобы помазать, чтобы он был царем. Потом, после Саула. Вот эта вот проблема у него стояла, что нужен кто-то другой. И прежде чем я пойду дальше, да, мы сейчас прочитаем не всю главу, но так тоже такой нормальный отрывок местописания, чтобы нам понимать, что происходит. Давайте мы откроем 1 Царств, 16 глава, и прочитаем с 1 по 13 стих. Итак, 15 глава заканчивается на том, что да, Самуил, он сказал Саулу, что царство твое будет отринуто от тебя. Он ушел, и написано, что он больше с ним не виделся. Из 1 стиха здесь. «И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иисею, Вифлеемлянину». То есть Иисей, который живет в Вифлееме. Да? «Ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил: как я пойду? Саул услышит и убьет меня. То есть, если я всем скажу, что я иду помазывать человека на царя, да, то есть нового царя, то действующий царь Саул, он не допустит этого. Это имеется в виду. Господь сказал: возьми в руку твою телицу из стада и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу, и пригласи Иисея к жертве. Я укажу тебе, что делать, и ты помажешь мне того, о ком я скажу тебе. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: мирен ли приход твой? И отвечал он: мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению. И осветил Иисея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, это сын, да, старший Иисея. У Иисея было 8 сыновей, да, это старший. Он сказал: верно, сей пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И позвал Иисей Аминадава, следующий сын, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуилу: и этого не избрал Господь. И подвел Иисей Самму, и сказал Самуилу: и этого не избрал Господь. Так подводил Иисей к Самуилу 7 сыновей своих. Но Самуил сказал Иисею: никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иисею: все ли дети здесь? И отвечал Иисей: есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иисею: пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иисей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: стань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Рам. Хорошо, это место Писания, к которому мы будем обращаться. Прежде я бы вам хотел рассказать такую вот историю. Все знают, да, игра хоккей с шайбой на льду. Она такая динамичная, и там такой полный физический контакт. Она жесткая, то есть силовая игра. Как помните, песня была советская: трус не играет в хоккей, да, в хоккей играют настоящие мужчины. Если посмотреть на знаменитых хоккеистов, многие из них без зубов. Часто либо они ездят, когда, да, они капы вставляют. Почему? Ну, потому что полный физический контакт, зубы часто вылетают. И история следующая. Тренер одной молодежной команды, он встречался с игроком, которого он воспитал, и который ушел уже из молодежи, он играет на высоком профессиональном уровне, и он приехал, и они общаются, и тренер его просит: слушай, мне нужен игрок особенный, поможешь мне его найти?
Не вопрос, тренер. Кого мы ищем? Какого плана? Тренер ему говорит: слушай, ты же знаешь, что есть такие игроки, которых сшибают с ног или впечатывают в борт, и они падают, и они уже не поднимаются. То есть они поднимаются, может быть, в прямом смысле, но он уже сломлен, он бежит, потом он смотрит, есть ли кто-то сзади, боится подойти к борту. Он говорит: такие нам не нужны. Верно, тренер? Все верно. Такие нам не нужны. Но есть такие игроки, которых сшибают с ног, они падают, и они снова поднимаются. Их опять сшибают с ног, и они не поднимаются. Такие нам тоже не нужны. Все верно. Такие нам тоже не нужны. Но есть такие игроки, которых сшибают с ног, и они падают. Их впечатывают в борт, и они поднимаются. Их опять сносят, и они опять поднимаются. Сносят, и они опять поднимаются. Он говорит: мы такого парня ищем? Он говорит: нет. И такого парня нам тоже не надо. Но нам нужен тот парень, который всех сшибает с ног. Не совсем вот как бы очевидный подход, да, такой. Непонятно, к чему вообще тренер говорил это. И на протяжении всего Священного Писания мы часто видим, как Бог, Он избирает людей для того, чтобы они послужили Ему, мужчины и женщины. И причины, по которым Он их избирает, они абсолютно не очевидны для нас. Он выбрал Моисея для того, чтобы тот пошел и вел переговоры с фараоном и сказал ему: отпусти народ мой. И он выбрал человека, который заикается. Двух слов связать не может. Иаков врал. Тимофея, у него язвы были в желудке, со здоровьем не все в порядке. Авраам был слишком старый, чтобы производить народ. Наиминь была вдовой, это свекровь Руфи. Пророк Илия впал в уныние, мечтал умереть. Иона вообще от Бога убежал. Фома сомневался. Марфа вечно чем-то занята была. Вот все, что вот угодно делать. Закхей был слишком маленький. Апостол Павел был слишком религиозный. Если бы люди набирали их для чего-то, скорее всего, никто бы не посмотрел на них для тех задач, для которых Господь Он их избрал. Вы понимаете, да? Но Писание нам говорит, что Бог, Он поступает так часто. И делает Он это намеренно. Давайте мы посмотрим 1 Коринфянам, 1 глава, 27-29 стих. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Бог специально и осознанно избирает людей, которыми окружающие, скорее всего, пренебрегли бы. И здесь, в 16 главе, 1 Царств, то, что мы читали, мы видим это снова. Из 15 главы мы выяснили, да, то есть у Бога возникла проблема, да, если так можно сказать фигурально. Он выбрал человека, Саул, который не оправдал его надежды, и ему нужна была замена. Ему нужно было поставить во главе Израиля нового царя. Вообще зачем, почему он решил заместить Саула, да? Помните, мы как на прошлом собрании говорили, Саул на первый взгляд был не такой уж плохой человек. И внешне он был просто красавчик, в прямом смысле этого слова. Он очень хорошо выглядел, он был атлетически сложен, и он был выше всех в Израиле на голову по минимуму. И он был популярен ему навстречу, чтобы приветствовать его.
Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решил принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое было дано тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Здесь пояснения нужны какие-то вот по тексту? Вы понимаете, да, то есть вот филистимляне пришли и встали рядышком соседнее селение, да, соседний город, где находился Саул, то есть они уже рядом, и их просто несметное войско. И прежде чем выступить на войну, да, у евреев там вот принято, они должны были принести жертву Господу. И народ, он этого ждал, войска, без этого вообще никак, потому что не по-человечески, да, но по Божьим законам, с Богом мы должны идти. И Самуил сказал ему до этого, что я приду к тебе на 7-й день. И он его ждет и ждет, и уже 7-й день настал, а его все нет и нет. И народ, уже войско начинает потихонечку разбегаться и сруливать, потому что где там твой пророк, где там твой Бог, мы не знаем, но враги вот они уже здесь. И Саул, видя все это, он нарушает все заповеди, которые были. Он не имел никакого права брать на себя священнические обязанности, возносить жертвы, приносить жертвы, там, воскурение и так далее. Это обязанность священника, да? И он, опять же, здесь, когда Самуил, он уже пришел, заметьте, Саул, он не говорит, что я виноват. Вот накосячил, он начинает оправдываться и опять переводить стрелки. Нет, я раскинул так трезво, народ сейчас разбежится, а мы еще Господу не вопросили, дело-то благое же, угодное, надо же жертву принести. И я взял на себя смелость, в общем, все это сделал. Вы понимаете, да, что здесь происходит? И интересный момент тоже такой, он говорит: тебе осталось-то подождать совсем чуть-чуть. Господь бы укрепил бы твое царство. Но так как ты вот думал как лучше, а получилось как всегда, теперь Господь, Он у тебя его заберет, да? И что мы здесь видим? Что когда настало время непростых решений, тяжелая ситуация, и Саул, как царь, он должен либо поддаться вот тому влиянию, которое он смотрит, народ разбегается, надо что-то делать. Он руководствовался страхом в принятии своих решений. Страх, что он потерпит неудачу. Страх, что враги, они одолеют его. Страх, что солдаты, они разбегутся. Это повлияло на него. Обратите внимание. У Саула страх перед всеми и перед всем, но не перед Богом. Совсем все не так, как должно быть. И, соответственно, когда совсем все прижало, вот она, кульминация момента, как поступает Саул. Вместо того, чтобы сфокусироваться на том, чтобы угодить Богу, он что делает? Он пытается угодить людям. А вот я сейчас жертву принесу, ребята, подождите, не разбегайтесь. И в результате Бог, Он отверг Саула как царя. И Бог пошел искать кого-то другого на его место, да? Того, кто будет ему по сердцу. Еще раз. Бог пошел искать человека, который будет ему по сердцу. И у меня возникает вопрос. Наверное, не только у меня. А как должен выглядеть? Каким должен быть этот человек, который по сердцу Божьему? Какими качествами он должен обладать? Очевидно, что этот человек, он не должен быть таким, как Саул. Да? Это понятно. Потому что Саул не тот человек, который был угоден Богу. Но
если посмотреть на Давида, вы помните начало вот этой нашей истории, когда я вам пример про хоккеистов приводил. Вот Давид, он тоже как-то особо впечатление это не производит никакого. По мирским стандартам. Он не был таким впечатляющим. Знаете, отец Давида, Иисей, он совсем не считал его каким-то там выдающимся и особенным, и заслуживающим чего-то. Вот мы прочитали в этой главе, когда Самуил, он пришел в город, и он говорит Иисею, что Бог мне сказал, что он усмотрел среди твоих сыновей, в твоей семье, того человека, которого он хочет поставить царем в Израиле. И Иисей всех сыновей привел, а про последнего, про Давида он даже и забыл. Он говорит, как никого нету? Ну все, вот как бы все. И Самуил его спрашивает, а еще-то дети есть? Нет, все ли здесь? Он говорит, да нет, еще есть один там, овец пасет. Овцепас. Показывает, да, что ну, не особого мнения папа был о нем, да? Старший брат Давида, Елиаф, он тоже как-то не особого мнения был о своем младшем брате. 17 глава, это уже та история, когда, вы помните, Давид, он сражался с Голиафом, и вы помните, да, что отец, он отправил Давида, чтобы принести еду, да, братьям своим, ну, какие-то припасы, и посмотреть, и вот он приходит туда, и он разговаривает с солдатами, и как раз там Голиаф, он выходит, и он там поносит Израиль, да, то есть говорит всякие гадости. И 17 глава, 21 Царств, 17 глава, 28 стих. «И услышав Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, то есть Давид, и рассердился Елиаф на Давида и сказал, зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение». То есть старший брат, он говорит, ну, что ты сюда приперся, у тебя есть задание, ты должен был, я знаю, на кого ты оставил вообще стадо отца, что с ним там может произойти, а ты пришел сюда, чтобы просто поглазеть, вот тебе развлечений мало, надо на сражение посмотреть. То есть отношение старшего брата, он невысокого мнения о младшем, также, да? Итак, ни старший брат, ни отец, они не рассматривали Давида как кого-то значительного. И Голиаф, когда он встретился с Давидом, ну, он тоже не был впечатлен, да? Вы помните? Вы помните, как Голиаф, это воин, который был высокого роста, и не просто высокого, просто гигант какой-то был, да, по тем меркам. Он был там выше всех, там, не знаю, на полтуловища. И написано про него, что человек, который с детства был при оружии, упражнялся, то есть я представляю там, наверное, не знаю уж насколько там у него огромные мышцы там и так далее, но он выглядел устрашающе. И давайте мы прочитаем просто, когда Голиаф, он встретил Давида, когда он к нему вышел. Это 17 глава, 42 стих. «И взглянул филистимлянин и увидел Давида. С презрением посмотрел на него, ибо он, то есть Давид, был молод, белокур и красив лицом». Вот этот воин, который с детства в сражениях, он просто видит, что, ну, перед ним просто юноша какой-то, да, красивый, румяный, белокурый, изнеженный, может быть, ну, в каком-то... Он не воин, по нему сразу видно, он с него с пренебрежением посмотрел, кто ты такой вообще. Он еще и с палкой вышел, он говорит, ты что, я собака тебе, что ли? Ни меча не взял, ничего, да? За пса меня считаешь? Он просто с пренебрежением на него, он также был невысокого мнения о нем, никакого впечатления он не произвел. Можно сказать, что, ну, из тех людей, кто описывается, вот как бы никто бы Давида вот не выдвинул бы на какую-то роль. Даже у Самуила, у пророка, который уже в годах, который все время слышал голос Божий, он не рассматривал Давида, да? Ну, он был гораздо более впечатлен с братьями. Давайте мы вот 6 стих, который мы прочитали сегодня. Вот он пришел, ему приводят братьев.
И первого привели старшего брата, ну то есть отец, старший брат, как там вы знаете, да, наследник всего. 6 стих. И когда они пришли, он увидел Елиава, это старший брат, сказал, смотрите, верно сей пред Господом помазанник его. Посмотрел, он такой, вау, точно, вот это помазанник Божий. Вот кого избрал Господь, ради кого он меня сюда привел. Там машина такая. И смотрите, что Самуил Бог, он говорит дальше, да, 7 стих. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Внимание дальше. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Господь смотрит на сердце. Вот те вещи, которые впечатляют людей и которые очевидны для нас. Говорят же, по одежке встречают, там, по уму провожают, нельзя судить книжку по обложке и так далее. Но первое впечатление, оно внешнее, да? Господь вообще не смотрит на такие вещи. Он не смотрит на то, как ты выглядишь, насколько ты красив и хорош собой, насколько ты высок. И Он не смотрит, какие у тебя достижения в жизни, сколько денег ты заработал, сколько у тебя корочек накопилось и сколько образований ты получил, и какой ты умный среди людей. Еще раз, я не хочу сказать, что это не важно. Вы понимаете, для нас это важно. Это важно для твоей жизни, это влияет на нее непосредственно. Но Бога это вообще не впечатляет. Ну, может быть, где-то впечатляет, не знаю. Хочется надеяться, что все-таки не зря, да? Все, что мы делаем. Но написано, что Он прежде всего смотрит на сердце. Давайте мы посмотрим книгу 2 Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. И вторая часть этого стиха там. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Бог, Он смотрит, написано, по всей земле. Он заглядывает в каждый дом. Он заглядывает в твой дом, в мой дом, в дом твоих соседей. Он обозревает всю землю, Он смотрит. И Он ищет тех, чье сердце вполне предано Ему, для того, чтобы их поддержать. Он ищет тех, чье сердце, оно посвящено Ему, и того Он благословляет и поддерживает. Вполне предано Ему написано здесь. Это, знаете, вот как бы такая фраза, что это означает? Те, кто посвящены, кто посвятил свое сердце. Возникает вопрос, а что это означает-то вообще? Что значит иметь сердце, которое вполне предано Ему? Что означает быть посвященным Богу? Вы помните, да, мы что рассматриваем? Какой человек, он угоден Господу, да? Какой человек, он по сердцу Бога? Пришли к тому, что вот тот, чье сердце вполне предано Господу, да? Или посвящено Господу. И возникает вопрос, что же это такое? Что это означает практически? И я размышлял над этим. И каким образом мы можем смотреть на свое сердце? Вот и возникает вопрос, сразу каждый же он на себя примеряет. А мое сердце, оно вполне предано или не вполне предано? Угоден я, не угоден? По сердцу я Бога или не по сердцу Бога? Знаете, я выделил как бы вот 3 способа или 3 пути, каким образом мы можем исследовать и свое сердце, смотреть на что, и каким образом мы можем угодить Богу для того, чтобы быть Ему по сердцу. И самое первое, вот что значит быть посвященным Богом, что значит иметь посвященное сердце. Знаете, это то, что ты строишь свою жизнь вокруг Бога. Давайте мы посмотрим на Псалом 104, 2-5 стих. Давид пишет следующее. «Воспойте Ему
и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда, вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды Его, уст Его. Мужчина или женщина, те, которые по сердцу Бога, это те, которые любят быть в Его присутствии, те, которые любят Ему поклоняться, те, которые любят Его славить, те, которые строят свою жизнь вокруг Него. Вы согласны? Вы заметили, что я редко, можно сказать никогда, не говорю, что что ты в церковь не ходишь? Тебе вот надо, вот ты вот пропускаешь там и вот. Если я встречаю человека, бывает, я скажу, тебя давно видно не было. Как ты вообще там, что там? Но напрямую, да, вот чтобы укорять. Не знаю, хорошо это или плохо, но почему? Почему так делаю? Знаете, я думаю, что если ты любишь Бога, тогда ты будешь здесь. Ну а если не любишь, тогда не будешь. Все просто. Сейчас я никого не хочу загнать в осуждение. Есть тысячи причин, по которым мы можем не прийти. И работа, там, и дети, и еще что-то, еще что-то. Это все понятно, и все уважительные причины. Они могут быть, но в общем и целом, ты понимаешь. Но если ты любишь Бога, ты будешь в Его присутствии. Тебе нравится Его славить, Ему молиться, принимать причастие. Люди, у которых сердце Божие, которое тоскует по Богу, она хочет быть с Богом. Они хотят быть в поклонении, в хлебопреломлении, в причастии, то есть быть частью. Хотят славить Его, петь Ему, свидетельствовать о том, что Он сделал хорошего в жизни твоей. Вы понимаете, да? И есть уважительные причины, как я уже сказал, но, знаете, вот еще такое просто отступление. Вот тенденция она такая, что сначала у тебя уважительная причина, потом еще раз что-то, потом еще как-то, и ты сам не замечаешь, как это затягивает. Потому что дьявол, он тоже не дремлет. И он понимает, что ты либо там, и он начинает тебя всяко-разно там. И он тебе дальше еще столько всяких ситуаций накидает, что ты просто сам не заметишь, как вроде бы, да нет, я как бы и не отказывался, и ничего там нет, и ты уже... Главное потом просто в канаве не проснуться. Итак, люди, которые любят Бога, хотят быть с Богом, они хотят быть с Богом в поклонении. И из-за этого их жизнь, они строятся вокруг Бога. То есть первое, мы поняли, да, что человек, который угоден Богу, он строит свою жизнь вокруг Бога, да? Согласны, да? Вокруг Его славы, Его присутствия. И второе, если ты хочешь быть человеком по сердцу Бога, ты должен строить свою жизнь вокруг Его Слова, вокруг Библии, вокруг Священного Писания. Давайте мы посмотрим, что Давид, который человек по сердцу Бога, что он писал. 18-й Псалом, с 8 по 12 стих. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых, повеление Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота, и даже множество золота чистого слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Можно сказать, что Давид, он был как фанатик. Он был просто фанатично предан тому, чтобы следовать Божьему Слову в своей жизни. Он писал
псалмы, песни, да, то есть вот он был музыкально одаренный, он играл, вы знаете, на музыкальных инструментах, и вот он славил его так, он размышлял о Слове Божьем, о законе Его, как он сам пишет, да, каждый день. И каждый раз, когда Давиду требовался какой-то совет для принятия решения в жизни, он прежде всего обращался к Слову Божьему за советом. И если мы хотим быть людьми по сердцу Божьему, Библия, она также должна быть как такой вот инструмент в наших жизнях, вокруг которого мы должны также строить свою жизнь. Потому что ты можешь пройти мимо вообще и предназначения твоего, которое у Бога есть для тебя. Ты просто не понять этого. Ты можешь не понять воли Божьей для твоей жизни, если ты не знаешь Слова Божьего, если оно не у тебя в сердце. Поэтому Давид, он писал следующее, вот Псалом 118, посмотрите. 118 Псалом, 105 стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Он говорит, что Слово Твое, оно освещает мой путь, мою дорогу. Я иду туда, куда указывает Слово Твое. Вот она моя жизнь, вот она моя дорога. Твое Слово, оно указывает туда. Если ты будешь этим руководствоваться, ты не заблудишься, не уйдешь куда-то, не туда. Аминь. Итак, первое. Хочешь быть человеком по сердцу Бога, ты должен строить свою жизнь вокруг Бога, да, вокруг Его присутствия, вокруг церкви. Второе – это строить свою жизнь вокруг Его Слова. Потому что Библия – это как единственный источник, да. Ну, не единственный, у нас есть Дух Святой, который нам также говорит, но Библия, она задает нам вот эти рамки и эти горизонты, чтобы ты в духе куда-нибудь туда не улетел. Чтобы тебя не понесло куда-то. Потому что Бог, Он не может себе противоречить. Аминь. И последнее, если ты хочешь быть человеком по сердцу Бога, ты должен строить свою жизнь вокруг Его народа, вокруг Его людей, таких же людей Божьих. Вы помните, законники, один из законников, он искушал Иисуса, и он задал ему вопрос, а какая заповедь? Да, вот, самая сильная, самая большая. Давайте мы посмотрим, это Матфея 22 глава, 36-40 стих. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Это вот то, что мы говорили. Хочешь быть по сердцу Бога, строй свою жизнь вокруг Бога, вокруг Его Слова. И дальше, 39 стих. Вторая же, внимание, подобная ей, такая же, по степени важности, да, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Вот все остальное, что написано в законе, в пророках, оно черпается и подчеркивает только вот эти две заповеди. Все сводится к смыслу этого. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. И второе, возлюби ближнего твоего. На этих двух заповедях все остальное строится. Самое важное. Если я люблю Господа всем моим сердцем, ну тогда тебе нужно научиться и других вокруг тебя, ближних. Не бывает по-другому. И Давид, он это понимал. В том числе, почему он был по сердцу Бога. Вы знаете, что царь Саул, он пытался убить Давида несколько раз. И даже вроде бы там написано, что там и дух злой он сошел на него,
И вот он вроде бы успокоился и там спокойный сидит, и вот он, но он часто такой, он копье держал в руке, да. И вы помните, что он приглашал Давида, чтобы тот играл ему на гуслях, там, чтобы и дух вот этот, он отступал от него. Ему становилось хорошо на душе. И то он пару раз хватал копье и пытался пригвоздить его к стене. Вы нормально? Да, вот как бы ни с того, ни с сего. И Давид уворачивал. Это по-моему, дважды было, да, вот такое, когда он копье кидал и так пытался его убить. И так, что Давид, он убежал от него. И вы помните, что потом было несколько ситуаций, когда Давид, он мог убить его. Он пришел в стан, и вот Саул, который пришел для того, чтобы найти и убить Давида, и Давид приходит к нему в шатер, и все спят, и все охранники спят. И слуга его говорит: да, Господь предал его в твои руки. Смотрите, что он ему ответил. Это 1 Царств, 26 глава, 9 стих. Но Давид сказал Овесии, это вот этому человеку: не убивай его. Внимание, этот пытается его убить уже несколько раз, он его преследует, войско собрал. Вот он стоит, да. Но Давид сказал Овесии: не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным. Хочется задать вопрос: а кто такой помазанник, да? И сильно углубляться в это, знаете, сейчас мы не помазаны, может быть, ты не помазан на царство. Но вот в Ветхом Завете кого помазывали? Царей, священников, да? И они что получали? Они получали Святого Духа, как мы здесь читали, да, когда Елисей, он помазал вот елеем из рога, да, на царство. И он говорит, что он принял Духа Святого, и Дух Святой, он дает способности, да, водительство для того, чтобы для совершения определенной деятельности, вот быть царем, водить народ и так далее. Вопрос у меня: мы Духа Святого приняли или нет? Когда ты принял Иисуса Христа, мы приняли. Ты помазан Духом или нет? Может быть, ты не помазан на царство, но у тебя все равно есть помазание. Ты все равно помазанник. Может быть, не такой помазанник там с большой буквы, да? Но ты помазанник. Каждый, кто принял Иисуса Христа, он помазан Духом Святым. Дух Святой, он указывает, он руководствует, да, в нашей жизни. Поэтому вот покажи вот так на соседей. Скажи: а вот это помазанник Божий. Ты помазанник, ты помазанница Божия. Бог, Он помазал тебя Духом Святым. У тебя есть Дух Святой. И если, дальше логически мыслим, если я хочу быть человеком по сердцу Бога, я должен быть аккуратен с тем, как я обращаюсь с помазанниками Божьими. Как я обращаюсь со своими братьями и сестрами. Понимаете? И это не означает, что я душить никого не буду и нормально. Вот я же не убил его. Но ты и не царь, и не помазан на царство, да, чтобы такими категориями мыслить. Но вот представьте, если вот они, помазанники Божии, там сидят, и мы такие: слушай, Слав, ты слышал? Вот что там вообще они сделали? Не смотри туда, не надо, чтобы они не думали, что мы про них говорим. Понимаете? Вы понимаете, да? Это зло в очах Господа. Так быть не должно у нас. Не надо поносить помазанников Божьих. Вы согласны или что-то как-то не это? Я хочу, чтобы вы... вот еще мысль такая. Вы понимаете, что Саул, он не был таким человеком вот на закате, вот, когда вот это все происходит, которым можно было восторгаться, которого можно было обожать. Он наслушался Бога много-много раз. И таким образом, что Бог, Он отринул от него его царство. Он пожалел уже, что Он помазал его на царство. Давид все это дело знает. Потому что Елисей, он пришел,
Самуил, он пришел, и он помазал Давида на царство. Он же ему сказал, что я помазываю тебя. Он понимает, что Божья воля в этом, что он должен быть вместо Саула. Он все это знает. И несмотря на это, он все равно отказывается причинять ему какой-либо вред. Он говорит, кто я такой? Бог отринул, пусть Бог сам с ним и разбирается. Вот я его лично не коснусь. Не буду с ним обращаться каким-то. И более того, мы постоянно видим, как он хотел с ним примириться. Я сейчас не буду этого касаться, но что он только не делал. И даже вот в этой тогда палатке, вы помните, он взял, я не помню, он взял какие-то вещи, он взял копье и, по-моему, то ли накидку его какую-то, плащ там отошел, и потом всех там в лагере разбудил, эй, вы там, что спите? Все такие подскакивали, проснулись, и он говорит, посмотрите, где плащ там, где копье вашего царя, негодные слуги, что вы спите? Вы охранять его должны, а у вас непонятно, что творится. Где посты ваши? Ну, как бы суть в этом. Я хочу, чтобы мы, знаете, вот как пример. Вот как ты думаешь, в твоей жизни, если начать копаться, можно ли найти что-то такое, чем тебя можно было бы пристыдить? Что-то рассказать про тебя, и тебе было бы как-то, не очень комфортно. Да? Нет таких людей, у кого бы что-то найти такое невозможно было бы. В этом смысле мы как-то не очень от Саула отличаемся. Но Бог не допустит, чтобы с тобой, как с его помазанником, обращались неподобающим образом. Он ревностно на это также смотрит. И, знаете, бывают такие собрания верующих, где люди, они забывают про это. Вот эту вообще концепцию всего. И они могут сидеть и вот так вот, знаете, может быть, не убивать друг друга физически, но там, слухи распространять. Ой, ты слышала? Как там? Ты умрешь, сейчас что тебе расскажу. Якин бросил свою кикимору и уезжает со мною в Гагры. Или куда там, в Ялту. Даже это, но это грех. И Бог, Он не потерпит такого поведения. И мы сами должны помнить, знаете, мы много говорили про почтение, про какие-то вещи. Вот это вот отсюда вот так же. Если это помазанник или помазанница Божия, если ты так смотришь на человека, ты подобающим образом будешь с ним обращаться. Аминь. Кто-то может сказать, вот меня вот так вот обидели, вот так вот сестра вот обидела, вот не знаю, как жить с этим. Что написано в Библии? Если имеешь что-то против брата твоего, да, или против сестры твоей, что иди и примирись с ней. Иди и примирись, попробуй. И то же самое, если ты обидел кого-то, и Бог, Он тебя обличает, иди и примирись. Если не получается, бывают такие случаи, человек, он отказывается, он не примет твоего прощения, не примет твоего извинения, не даст тебе прощения. Но это уже не твоя ответственность. Еще раз, делай, что от тебя зависит. Постарайся сохранить мир со всеми. Зачем нам так поступать? Потому что это то, как поступают мужчины и женщины, чье сердце вполне предано Господу. Если твое сердце, оно посвящено Богу, ты будешь делать то, что Он сказал. А Он сказал именно это. Вся суть в том, что, понимаете, мы призваны для того, чтобы созидать других, а не для того, чтобы уничижать их. Еще одно мерило просто. Ты можешь смотреть, вот твои действия, твои слова, они созидают человека, они поднимают его, они как-то меняют его к лучшему.
Или они убивают его и уничтожают его. И если наши сердца, они вполне преданы Господу, если они посвящены Господу, мы понимаем, что когда мы поступаем так, это то, что угодно Богу. Мы созидаем, например, других. Мы не разрушаем их. Аминь. Итак, еще раз. Хочется быть таким человеком, который по сердцу Божьему, который ему по сердцу. И кто этот человек? Это тот, кто посвящен ему, посвящен всем своим сердцем. И ты строишь свою жизнь вокруг Бога, вокруг Его Слова и вокруг Его народа. Вот три вещи, которые И может быть, вот мы как-то продолжим эту, как серия будет проповеди, как-то размышления, какие-то разные аспекты посмотрим на это. Но вот основа такая вот, фундамент, чтобы быть человеком по сердцу Бога. И последнее, вот знаете, чтобы вот хотелось вот еще раз. Вот что такое посвящение? Ну что значит тут посвятил себя? Вот посвященное сердце. Сердце, которое вполне предано. Мы говорили, да, вот строить, да, вокруг Бога, вокруг Слова, вокруг Его народа. Но вот бывает все равно до людей как-то вот не доходит, что значит посвящение. И вот одна женщина, она вот не понимала, что значит посвятить себя, что значит посвящение. И она пришла к своему пастору и спрашивала его, и он думал, каким образом ей показать. И он, знаете, такой вот, он взял со стола чистый лист бумаги формата А4 и говорит, посвящение, вот если возьми, говорит, и подпись внизу поставь. Просто распишись. А потом доверь Богу, что Он заполнит все, что сверху. Все, что Он хочет. Понимаете? Что бы Он ни написал, я уже подписался под это. Вот это вот и есть посвящение. Аминь. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Прославление уже может прийти на сцену. Давайте мы споем еще раз вот эту песню. Аллилуйя, Господь. Господи, мы просим Тебя, благослови нас. Пусть Слово Твое, которое, я верю, здесь звучало, все, что было от Тебя, пусть оно принесет плод и не будет тщетным. Все, что не от Тебя, Господи, человеческие амбиции пусть упадут, умрут и не принесут никакого плода, Господи. Но мы просим, чтобы наша жизнь, она созидалась. Дай нам быть ближе к Тебе, дай нам строить жизни вокруг Тебя, дай нам быть посвященными. И мы хотим быть такими людьми, которые угождают Тебе, которые Тебе по сердцу. Аллилуйя. Вся слава да будет Тебе. Аминь. И давайте мы еще споем Господа прославим, хорошо? Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в Тебе моя надежда, с Тобой я все смогу пройти. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в Тебе моя надежда, с Тобой я все смогу пройти. Пройдут печали, страх, сомнения, все, что мне встретится в пути. Иисус, в Тебе моя надежда, с Тобой я все смогу пройти. Не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай
любви. Не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа. Не забывай, не забывай. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Пройду печаль, страх, сомнения, все, что мне встретится в пути. Иисус, в тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа. Не забывай, не забывай, не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа. Не забывай, не забывай. Не забывай, не забывай, не забывай, не забывай, не забывай, не забывай, не забывай. Аллилуйя! Не забывай все, что Господь сделал для тебя, ибо Он велик. Аллилуйя тебе, наш Бог. Не забуду я, как ты освободил нас, разделил моря. Это исход моего сердца. Ты спас нас, избавив, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь,
Слава Богу! Давайте мы Господу еще аплодисменты дадим. И у нас есть еще объявление, или не объявление, а, в общем, слово Марии. Строительного округа, преимущественно это 17-й квартал. Благодаря Центру помощи Help ЕКТ мы нашли 31 ребенка. Сейчас мы ждем еще списки от администрации, но к Рождеству, думаю, что у нас еще 19 детей мы найдем. Значит, они будут упакованы, мы думали, что будет упаковано так, но подарок получился намного больше. Да? Вот в этот подарочек входит только, так сказать, для личной гигиены, в общем, то, что мы приобрели, только в эту коробочку входит. Дополнительно будут у нас конфеты и подарок. Вот такой у нас список, по этому списку мы очень хорошо идем. Дальше. Каждый ребенок у нас получит открыточку с поздравлением, да, и приглашение на праздник, на Рождество, который будет у нас проходить здесь в церкви. Также в пожертвованиях наших прихожан это в каждый подарок мы положим детскую Библию. Еще дополнительные подарки положим в виде канцелярских принадлежностей. Также тоже изъявили желание помочь в сборе, точнее предоставит полностью всем детям упаковки конфет. То есть тем самым у нас бюджет, как бы он все уменьшался. Вот мы с молодежной группой собрали подарочки. Мы сделали из полотенец, которые приобрели, медвежат. Можно следующий слайд. И вот в коробочке, да, это вот средства личной гигиены, шампунь, зубная паста, зубная щетка, мыло и полотенце. Значит, закупили 50 подарков разных, развивающих именно, чтобы у ребенка была возможность самому сделать своими руками что-то. Это и елочки, разные конструкторы, часы и так далее. И также с очень хорошей скидкой мы приобрели еще и пластилины, то есть на бюджет, который закладывался на приобретение подарков, еще смогли приобрести пластилины. Итак, у нас осталось купить зубные щетки, зубные пасты, шампуни по 20 штук, расчески, резинки 50, ну и пакет упаковочный, и распечатать открытки. На сегодняшний день у нас собрано 63 612 рублей 23 копейки. Насчет копеек не удивляйтесь, это то, что накапало процентами на сберегательный счет. Да? Вот, куплено, значит, у нас на 49 532 рубля 2 копейки. И остаток сейчас составляет 14 тысяч. В принципе, его будет достаточно на то, чтобы приобрести то, что осталось. Так что у нас цель достигнута и сбор закрыт! Да. Это очень здорово, что вот это само служение само себя обеспечило, да, и вот с миру по ниточке мы смогли достигнуть этой цели, и остается только, ну вот, дело за малым, да, обязательно мы это все успеем сделать до Рождества. Вот, спасибо большое за внимание. Да, слава Богу за вас, оказывается, уже даже остаток есть, здорово. Ну, вы не переживайте, я думаю, деньги пойдут на что-нибудь нужное. Также, я думаю, что если мы на что-то собираем деньги, вот здесь деньги они собирались вот на такие служения детям, там это также пойдет на что-то такое. Либо продолжение с этим, либо еще. Вы знаете, у нас также вот, у нас даже в какой-то веке в молодежном служении есть ну, какие-то деньги, да, в смысле, которые пожертвовали целенаправленно, и ну, нормальная сумма, как бы, была, по крайней мере, слава Богу. Но у нас за все отвечает серебро, к сожалению, да, мы живем в таком мире, везде это нужно. Хорошо, еще раз, активное участие, пожалуйста, принимайте в подготовке Рождества, да, если у вас есть какие-то идеи, вы чем-то одарены, помазаны на какое-то пение, игру на каких-то инструментах, хотели бы что-то сделать, у вас есть какая-то мысль, вот можно подойти к Маше и озвучить это, да, как координатор будет у нас. Хорошо, и у нас осталось время совсем мало на самом деле, да? Поэтому я не знаю, вот
детское служение, там все остальные, кто там это. Уже пора создавать какую-то нам группу координационную. Но мы это не на собрании на общем решим, просто на общем еще раз, если вы хотели бы что-то, можно подойти и сказать. А так, у нас официальная часть закрыта. Господь пусть благословит вас обильно на предстоящую неделю. Приходите в следующее воскресенье. Оставайтесь на связи. Все, Господь пусть благословит вас обильно. С миром Божьим. Пойдемте пить чай.